ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Суббота, школа номер 3. В 14 часов здесь, как и в других регионах России, а также зарубежных странах, стартует тотальный диктант. Ухтинский муниципалитет проводит образовательную акцию на 22 площадках. По опыту прошлых лет много людей приходят в 3-ю школу, 15-ю и не только. В этом году добровольную проверку на грамотность проходит 525 человек. Так, на площадках ОГТУ текст написали 125 участников, среди которых 17 иностранцев. За 3 часа до начала конверт с текстом поступил в местное управление образования, а за 15 минут его перенаправили дикторам на местах, чтобы они смогли подготовиться. Например, Наталья Кузьмина в 3-й школе читает тотальный диктант 3-й год. Прошлогодний текст был более приближен к пишущим, и, наверное, он больше соответствовал тому, чтобы проверить грамотность. Здесь текст несколько будет посложнее, но все равно интересно. 3 отрывка в этом году создала писатель Гузель Яхина. Ухтинский муниципалитет пишет текст под названием «Вечер». Преподаватели и дикторы отмечают, в диктанте хватает деепричастных оборотов и в целом знаков препинания. Текст далеко не прост. Вначале приветствие для участников, прочтение текста самим автором и уже потом непосредственно диктант. На него отводится порядка 45 минут. Несколько легче тем, кто посещал курсы по подготовке «Русский язык по пятницам». Бесплатные занятия прошли в том числе и в 3-й школе. Как правило, люди идут накануне диктанта, повторяют правила орфографии и пунктуации, много вопросов по процедуре. Причем ходят одни и те же каждый год, и каждый год новые у них вопросы, что-то забывается, что-то освежают они в памяти. По тем ошибкам, которые были в прошлые годы, много вопросов задают тоже, чтобы не допустить эти ошибки в этом году. 16 апреля приступили к проверке написанных текстов в поселках. В Ухте, в самой Ухте, это случится на 1 день позже в силу занятости многих школ экзаменами для 9-классников. В любом случае, данные для сверки должны отправить в Новосибирск до 18 апреля. Узнать свой результат можно будет после 19 апреля на сайте totaldict.ru. Получить свою работу на руки можно в управлении образования.